«А давайте меняться партнерами по четвергам», — сказала она так просто, будто предложила поменяться машинами на выходные. Я чуть не поперхнулся. Воздух в легких застыл колючим комком. Я посмотрел на нее, пытаясь разглядеть в ее глазах шутку, иронию, что угодно, но там была лишь сталь. Телефон Кати лежал на белоснежной скатерти, как ядовитая рептилия, и с его экрана на меня смотрела бездна. Переписка моей жены с моим лучшим другом. Грязная, липкая, не оставляющая ни единого шанса на ошибку. За столом напротив сидели ее родители, разливая в хрустальные бокалы вино. Их лица светились благодушием и любовью к своей единственной дочери, не подозревая, что их мир, как и мой, уже треснул и осыпался пеплом. Я поднял глаза на Алину. Она улыбалась отцу. И в этой улыбке, в этом безмятежном изгибе ее губ я впервые увидел не любовь, а холодное, расчетливое мастерство прирожденной актрисы. Всего 3 месяца назад я бы отдал жизнь, доказывая, что подобное невозможно. Меня зовут Степан, мне 32, и я архитектор. Моя жизнь была похожа на один из моих проектов. Выверенная, гармоничная, построенная на прочном фундаменте логики и любви. Мы с Алиной жили в просторной квартире в Хамовниках с окнами, выходящими на тихий сквер, и каждое утро, просыпаясь рядом с ней, я чувствовал себя человеком, вытащившим главный приз в жизненной лотерее. Она была искусствоведом, тонкая, звенящая, как натянутая струна, полная идей и смеха. Наша жизнь была чередой вернисажей, уютных ужинов, спонтанных поездок в Петербург на выходные. Мы были той самой парой, на которую смотрят с легкой завистью. Идеальная картинка из глянцевого журнала. И в этой картинке было еще 2 неотъемлемых элемента. Павел и Катя. Паша был моим другом еще с института. Мы вместе прошли через бессонные ночи над курсовыми, первые пьяные разочарования и радость получения дипломов. Он был другим. Резким, амбициозным, всегда немного наглым, владельцем небольшой, но успешной строительной фирмы. Его жена Катя была его полной противоположностью. Тихая, мягкая, с глазами, в которых, казалось, отражалась вся мировая скорбь. Мы дружили семьями уже лет 5, и эти четверги стали нашей традицией. Собираться в каком-нибудь новом модном ресторане на Патриарших, пить вино и болтать до полуночи. Наша дружба была такой же выверенной и надежной, как и мой брак. По крайней мере, я так думал. Тот вечер, который разделил мою жизнь на до и после, ничем не отличался от сотен других. Мы сидели в полумраке дорогого ресторана, Алина в своем любимом шелковом платье цвета ночного неба, и лениво обсуждали новый проект Захи Хадид. Я заказал десерт, и именно в тот момент, когда официант ставил передо мной тарелку с чем-то воздушным и шоколадным, Алина произнесла это. «А давайте меняться партнерами по четвергам», — сказала она так просто, будто предложила поменяться машинами на выходные. Я чуть не поперхнулся. Воздух в легких застыл колючим комком. Я посмотрел на нее, пытаясь разглядеть в ее глазах шутку, иронию, что угодно. Но там была лишь сталь. И в этот момент, в отблеске свечи, я увидел, как ее рука, лежащая между ними на бархатном диване, скользнула и накрыла бедро Павла. Не просто коснулась, легла уверенно, по-хозяйски. Павел вздрогнул и уставился в свою тарелку. Лицо Кати превратилось в белую маску. Она застыла, глядя куда-то сквозь меня. «Что?» — мой голос прозвучал глухо и чуждо.
Я был уверен, что ослышался. Этого не могло быть. Это был какой-то дурной, сюрреалистичный сон. Обмен партнерами. Ты будешь ходить на свидание с Катей, а Паша со мной. Повторила Алина, и в ее голосе не было ни капли сомнения. Она говорила об этом как о решенном деле. «Вы когда это решили?» — сумел выдавить я, чувствуя, как грудь сдавливает ледяной обруч. «Без меня?» «Степа, не будь занудой». Она наклонилась ко мне, и ее дыхание пахло вином и дорогим парфюмом. «Это же просто игра. Освежим отношения». «Это безумие. Это неправильно», — прошептал я. Тогда она наклонилась еще ближе, так, чтобы слышал только я. Ее губы едва касались моего уха, и ее шепот был холоднее зимнего ветра. «Номер 237. В прошлый вторник, пока ты был на работе в своем офисе». Меня словно ударило током. Все тело онемело. Она не предлагала игру. Она сообщала мне, что уже изменила. И теперь с изощренной жестокостью требовала моего официального разрешения продолжать. Она хотела не просто изменять. Она хотела, чтобы я был соучастником. «Так ты в деле или нет?» — спросила она уже громче, откидываясь на спинку дивана. Я оторвал взгляд от ее безмятежного лица и посмотрел на Катю. По ее щеке медленно, беззвучно катилась слеза. Она не смотрела на меня. Она смотрела на мужа, который по-прежнему буравил взглядом остатки своего стейка. И в этот момент я понял, что в этой комнате нас двое, преданных и униженных. Что-то внутри меня оборвалось. Та самая вера в идеальную картину мира. Я посмотрел на свою жену, на ее торжествующую улыбку и с ледяным спокойствием, которого сам от себя не ожидал, произнес: «Хорошо, давайте меняться». Улыбка Алины стала еще шире, как у победителя. Но я заметил, как в тот же миг Катя резко перестала плакать. Этот внезапный переход от слез к каменно-непроницаемому выражению лица должен был насторожить меня уже тогда. Первый вечер обмена наступил через неделю. Алина собиралась на свидание с Павлом так, словно это была наша первая встреча. Она вертелась перед зеркалом почти час, надела новое темно-красное платье, которое я никогда не видел и которое она, очевидно, прятала в глубине шкафа. Когда я вышел на улицу, блестящий черный внедорожник Павла уже стоял у нашего подъезда, нетерпеливо урча мотором. Он даже не вышел из машины. Я поехал за Катей. По дороге я заскочил в цветочный и купил букет белых роз. «Я помню, ты как-то сказала, что любишь их», — сказал я, протягивая ей цветы, когда она села в машину. Ее руки дрожали, когда она брала букет. Весь ужин прошел в напряжении. Мы сидели в тихом итальянском ресторанчике. Катя почти не ела, лишь ковыряла вилкой пасту в тарелке. «С тобой все в порядке?» — спросил я, не выдержав. «Паша, он изменился», — тихо ответила она. «Уже несколько месяцев. Еще до того, как...» Она оборвала себя на полуслове. «До чего?» Я накрыл ее руку своей. Она была холодной, как лед. «Ничего, забудь». Но тут ее телефон, лежавший на столе, вспыхнул. На экране высветилось имя Алина. Катя мгновенно схватила его и перевернула экраном вниз. Когда я приехал домой около полуночи, Алина уже была там. Ее волосы были растрепаны, помада размазана, а на шее чуть ниже уха багровел свежий засос. «Как Катя?» — спросила она с ленивой усмешкой. «Нормально. А Павел?» И тут ее прорвало. Она начала рассказывать. В деталях, громко, с упоением, глядя мне прямо в глаза. Про отель. Про балкон с видом на ночную Москву. Про то, что они делали, прижавшись к холодной стене. Каждое слово было как удар хлыста.
«Хватит», — сказал я, когда она начала описывать фактуру обоев в номере. «Почему? Ты не хочешь знать?» Ее лицо исказилось в злобной гримасе. «Нет. А я все равно расскажу». Она продолжила, повышая голос, смакуя каждую подробность. Я молча достал телефон и набрал сообщение Кати. «Спасибо за прекрасный вечер». Алина увидела экран и с яростью швырнула свой бокал с вином в стену. Красные брызги разлетелись по светлым обоям, как капли крови. Стекло разлетелось на сотни осколков. Я просто сидел и смотрел на нее, и впервые в жизни я не чувствовал к ней ничего. Абсолютно ничего. Пустота. На следующей неделе в четверг мне пришлось забирать Катю. Ее машина, по странному стечению обстоятельств, внезапно сломалась. Паша должен был меня подвезти, но забыл. Растерянно пробормотала она, садясь на пассажирское сиденье. Ее растерянность выглядела настолько подлинной, что на миг я почувствовал укол жалости. Мы оба были пешками в чужой, уродливой игре. В тот вечер в ресторане она пила вино. Много вина. Бокал за бокалом, словно пыталась утопить в нем какую-то горькую тайну. Ее щеки раскраснелись, а глаза лихорадочно заблестели. «Можно я тебе кое-что скажу, Степа?» — спросила она, и ее голос дрогнул. «Только по-честному». Я кивнул, весь обратившись вслух. «Все началось во вторник днем», — выдохнула она. «Именно тогда. Мое сердце пропустило удар, а потом бешено заколотилось. Вторник. Тот самый день, который Алина бросила мне в лицо, как отравленную стрелу. Номер 237. Что началось, Кать?» Она вдруг испуганно прикрыла рот ладонью, словно выболтала военную тайну. «Ничего, забудь. Я слишком много выпила. Но мы оба знали, о чем идет речь. Мы оба молчали, и это молчание было громче любого крика. Оно было наполнено запахом дешевого отеля и скрипом кровати, на которой моя жена изменяла мне с ее мужем. Выходные превратились в пытку. Мы должны были ехать на дачу к родителям Алины. Ее отец, Владимир Сергеевич, праздновал юбилей — 60 лет. Я ненавидел эту идею. Мысль о том, чтобы играть роль счастливого зятя, когда внутри все выжжено дотла, казалась мне невыносимой. Алина приехала на дачу позже, сославшись на срочную встречу по работе. Она впорхнула в дом, уже наполненный гостями, сияющая, пахнущая успехом и чужим парфюмом. Я узнал его сразу. Это был тяжелый мускусный аромат Павла, который он лил на себя без меры. Запах въелся в ее волосы, в кашемир ее свитера. Он был повсюду. Ее мать, Ирина Павловна, женщина с острым, как скальпель, взглядом, заметила это мгновенно. Она подошла обнять дочь, и ее лицо на секунду застыло, превратившись в строгую маску. «От тебя пахнет мужским парфюмом, дочка», — произнесла она негромко, но так, что, казалось, услышал весь дом. За столом повисла тишина. Десятки глаз уставились на нас. Я почувствовал, как кровь прилила к лицу. «Мы с Катей и Пашей меняемся партнерами», — сказал я, и каждое слово давалось мне с трудом, словно я тащил на себе гранитную плиту. «Каждую неделю. По четвергам». Я сам не понял, зачем я это сказал. Возможно, это была жалкая попытка перехватить инициативу, превратить унижение в какой-то авангардный перформанс. Вилка руки отца Алины со звоном упала на тарелку. Владимир Сергеевич, крупный, седовласый мужчина старой закалки, смотрел на меня так, будто я только что признался в убийстве. «Обмен партнерами?» — переспросила Ирина Павловна, и ее голос звучал так, будто она раскусила что-то прогорклое. Она посмотрела на меня с тем выражением брезгливого недоумения, которое я так хорошо знал. «Степан, ты в своем уме? О чем ты думаешь?» «Спросите вашу дочь», — ответил я, с силой вонзая нож в кусок мяса. Это была ее гениальная идея. Алина заерзала на стуле, явно чувствуя себя неуютно. «Мам,
Это то, что мы решили вместе. Как взрослые, зрелые партнеры. «Зрелые партнеры», — повторил ее отец, брезгливо отодвигая от себя столовые приборы. «Знаешь, Алина, сколько лет мы с твоей матерью женаты? 32 года. И знаешь, сколько раз мы менялись партнерами? 0». Тишина за столом стала оглушающей. Алина попыталась сменить тему, заговорить о погоде, о новом сорте роз в саду, но ее мать еще не закончила. «Этот запах на тебе», — сказала она прямо. Ее глаза были прикованы к Алине. «Это не парфюм Степана. Я знаю запах моего зятя. Этот другой». Алина вспыхнула до корней волос. «Мама, пожалуйста, не надо мне, пожалуйста», — оборвала ее мать. «Я тебя с рождения знаю, и я знаю, когда ты лжешь». Я извинился и вышел из-за стола, сославшись на необходимость сходить в туалет. На самом деле мне просто нужен был воздух. На крыльце я нащупал в кармане пиджака сигарету, которую, кажется, носил там с прошлой жизни. Мои руки дрожали, когда я пытался прикурить. Телефон в кармане завибрировал. Сообщение от Кати. «Можем поговорить завтра. Это срочно». Сердце заколотилось. «Конечно, с тобой все в порядке», — быстро напечатал я. Ответ пришел мгновенно. «Совсем нет». Когда я вернулся за стол, атмосфера стала еще более гнетущей. Ирина Павловна с упорством инквизитора рассказывала поучительную историю о разводе своей сестры. «Линда тоже думала, что можно играть с браком», — вещала она. «А теперь живет одна в крошечной съемной квартирке и видит детей только по выходным. Я не собираюсь разводиться», — Алина стукнула ладонью по столу. «Никто и не говорил о разводе», — спокойно произнес я, хотя внутри все кричало об обратном. Всю дорогу домой Алина молчала. Приехав, она сразу заперлась в ванной. Я слышал шум воды, а потом ее приглушенный шепот. Она говорила по телефону. Я не смог с собой совладать. Подкравшись к двери, я прижался к ней ухом. «Паш, мои родители что-то подозревают. Мать сразу учуяла твой парфюм». Услышал я ее голос. Пауза. «Нет, я ничего не сказала Степе о том, что было до обмена. Но я больше не могу врать. Я устала». Еще одна более долгая пауза. «Да, я знаю, что это была моя идея. Но все выходит из-под контроля. Катя ведет себя странно, и Степа, он не идиот». Мое сердце стучало так громко, что я боялся, она услышит его сквозь дверь. «Хорошо, завтра, на том же месте. Но, Паш, это нужно скоро заканчивать». Я отошел от двери и рухнул на диван, делая вид, что смотрю телевизор. Когда она вышла, ее глаза были красными. «Ты плакала?» — спросил я. «Нет, просто аллергия на пыльцу», — бросила она. Эта нелепая, очевидная ложь ранила меня сильнее, чем все, что было до этого. На следующее утро я приехал в кофейню на Малой Бронной на 15 минут раньше. Катя уже была там. Она сидела за дальним столиком в темных очках и объемном шарфе, который закрывал половину ее лица. «Спасибо, что пришел», — сказала она, когда я сел напротив. «Ты ужасно выглядишь», — честно сказал я. Под ее глазами залегли глубокие тени, а руки, державшие чашку с капучино, мелко дрожали. «Я не спала 3 суток», — призналась она. «Мне нужно тебе кое-что рассказать, но ты должен пообещать, что не сделаешь ничего сгоряча». «Что случилось, Катя?» Она медленно сняла очки. Вокруг ее левого глаза расплывался уродливый желто-фиолетовый синяк. «Павел меня ударил», — просто сказала она. Кровь ударила мне в голову. «Ударил? За что?» «Потому что я сказала ему, что больше не хочу участвовать в этом обмене, что ты мне по-настоящему нравишься и что я хочу подать на развод». Ее слова обрушились на меня, как молот. «Ты мне по-настоящему нравишься?» «Да», — прошептала она, и по ее щекам снова покатились слезы. И это взбесило его. Он сказал,
Он сказал, что это он все спланировал с самого начала. Что значит «спланировал»? Катя достала свой телефон. Дрожащим пальцем она открыла галерею и протянула его мне. Это были скриншоты переписки между Павлом и Алиной. Переписки, которая началась 6 месяцев назад. «Паш, я подготовила почву. Скоро он сам на все согласится». «Алин, ты уверена, что твой тюфяк поведется?» «С Катей в качестве приманки? Любой мужчина поведется. К тому же я уже посеяла в нем сомнения в нашей идеальной семье». «Отлично. Тогда мы сможем быть вместе без всякой вины. А когда нам надоест эта игра, мы просто свалим всю вину на них. Скажем, что это они разрушили наши браки». Я перечитал сообщение дважды, трижды. Смысл ускользал. Мозг отказывался принимать эту чудовищную реальность. «Они подставили нас», — подтвердила Катя, глядя на мое окаменевшее лицо. «Они с самого начала вели нас на убой». Я уставился на экран телефона, и буквы расплывались у меня перед глазами, превращаясь в ядовитых насекомых, ползающих по стеклу. Мозг отказывался принимать реальность этого заговора. Это было слишком продуманно, слишком цинично, слишком жестоко. Даже для Павла с его вечной жаждой доминировать и Алины с ее любовью к драматическим эффектам. Я чувствовал себя персонажем дурного спектакля, которому забыли выдать его реплики. Но это еще не все. Голос Кати вернул меня в реальность. Она пролистала переписку дальше. «Паша, Катя что-то подозревает. Она слишком много молчит. Это пугает. Не волнуйся, дорогая, она записывает все наши встречи. Я поставил камеры в нашей спальне и в гостиной. На всякий случай. Камеры? Зачем? Шантаж. Если кто-то из них вздумает рыпнуться, у нас будет чем их уничтожить. Представь лицо Степы, когда он увидит, как его тихоня Катя». Дальше шло описание того, что именно я должен был увидеть. Моя рука сжала телефон с такой силой, что я услышал, как затрещал пластик. Этот ублюдок, этот скользкий, самодовольный ублюдок записывал нас, использовал Катю как приманку и одновременно как экспонат для своей коллекции унижений. «Но это не сработало», — почти беззвучно прошептала Катя. «Я нашла камеры. А еще я нашла кое-что еще». Она полезла в свою сумку и достала оттуда маленький цифровой диктофон. Прошлой ночью, перед тем, как он меня ударил, он говорил по телефону. Я успела включить запись. Она нажала на кнопку «плей». Крошечный динамик наполнил тишину кофейни голосом Павла, искаженным, но безошибочно узнаваемым. «Да, мы почти закончили с этим фарсом. Алина готова подать на развод на следующей неделе. Говорит, больше не может притворяться». Затем раздался женский голос, который я не узнал. «А что с Катей?» «А с Катей...» В голосе Павла появились веселые нотки. «Произойдет небольшой несчастный случай. Ничего серьезного. Упадет с лестницы и сломает ногу. Достаточно, чтобы она не смогла ни о чем свидетельствовать». Кровь застыла у меня в жилах. Я смотрел на Катю, на ее синяк под глазом, и понимал, что это была репетиция. «Ты с ума сошел?» — воскликнул женский голос. «Ты не можешь трогать свою жену!» «Бывшую жену. Скоро. И еще как могу. У меня все продумано». Катя остановила запись. «Эта женщина его сестра», — сказала она, — «Марина. Она юрист. И она помогает ему со всем этим дерьмом. Она с самого начала была в курсе». Я долго молчал, пытаясь уложить в голове все пласты этой чудовищной лжи. Предательство Алины, заговор Павла, шантаж, планы нанести увечья собственной жене.
Это было не просто предательство, это была война, объявленная нам двоим. Боль, которая до этого момента тупым ножом сидела под ребрами, начала трансформироваться во что-то иное, в холодную, звенящую, кристально чистую ярость. «Что ты хочешь сделать?» — наконец спросил я. Мой голос звучал спокойно, и это спокойствие напугало меня самого. Катя подняла на меня глаза. В их глубине больше не было страха или слез. Там горел холодный огонь. «Я хочу их уничтожить», — сказала она, и в ее тихом голосе было больше угрозы, чем в любом крике. «Я хочу, чтобы они страдали так же, как страдали мы. У тебя есть план? У меня есть нечто лучшее, у меня есть доказательства». Она снова полезла в сумку и выложила на стол тонкую папку. Видео, аудио, переписки, а еще банковские выписки. Паша выводил деньги из своей фирмы, чтобы оплачивать этот маскарад. Дорогие отели, подарки для Алины. Он даже мне покупал украшения, думая, что это заставит меня молчать. Она открыла папку. Там были фотографии. Павел и Алина, смеющиеся в ресторане, целующиеся в парке, обнимающиеся на фоне какого-то загородного дома. Снимки были сделаны задолго до рокового предложения в ресторане. Их роман длился не недели, а месяцы. «И есть еще кое-что», — сказала Катя, понизив голос до шепота. «Кое-что очень важное». «Что?» «Алина беременна». Мир вокруг меня качнулся и поплыл. Я вцепился в край стола, чтобы не упасть. «Что ты сказала?» Я видела тесты на беременность в ее сумке, когда она приезжала к нам на прошлой неделе. Павел об этом еще не знает, но она знает. Я не уверена, чей это ребенок, твой или Павла. Но готова поспорить, она и сама не знает. Я откинулся на спинку стула, чувствуя, как воздух выходит из легких. Это был удар под дых, нокаутирующий удар. «Почему ты мне все это рассказываешь, Катя?» «Потому что я больше не могу. Потому что я по-настоящему в тебя влюбилась, Степа. И не могу больше притворяться, что это игра». Ее голос дрогнул. «И потому что я боюсь. Я боюсь того, что Павел сделает со мной, если узнает, что я все раскопала». Я посмотрел ей в глаза. В них было то, чего я не видел в глазах своей жены уже много лет. Честность. Отчаянная, раненая, но подлинная честность. «Что мне нужно сделать?» — спросил я. «Помоги мне их разоблачить. Сегодня же четверг, верно? Наш обычный обмен». Я кивнул. «Отлично. Пора устроить им обмен, который они никогда не забудут». На ее губах появилась улыбка. Опасная, хищная улыбка. «Что ты задумала?» «Юбилей отца Алины в эти выходные, так? Ты говорил, они собираются объявить о своем разводе и о том, что съезжаются. Да, но идеально. Мы устроим им сюрприз. Незабываемый сюрприз». Она протянула свою холодную руку через стол. «Ты со мной?» Я накрыл ее ладонь своей без колебаний. До конца. «Хорошо, потому что это только начало». В тот вечер Алина снова наряжалась для Павла. Она надела синее платье, которое, как я знал, ему нравилось, и обильно сбрызнула себя его любимым парфюмом. Она была возбуждена и нетерпелива. «Во сколько вернешься?» — спросил я, наблюдая, как она надевает серьги. «Как обычно, около 11. А ты?» «Я тоже задержусь. Катя хочет прогуляться по парку после ужина». Алина на секунду замерла. «По парку? Поздно же!» Она настояла, говорит, нужно обсудить что-то важное. Я увидел, как ее лицо едва заметно изменилось. Мелькнула тень беспокойства. «О чем?» «Не знаю, но она выглядела встревоженной, когда мы говорили утром». Она закончила с серьгами, больше не сказав ни слова. Когда приехал Павел, я тоже вышел из квартиры. План был прост. Мы будем за ними следить. Катя ждала меня в своей машине за углом. Она была одета во все темное, на голове бейсболка.
«Готов?» — спросила она, когда я сел рядом. «Более чем. Смотри». Она показала мне экран своего телефона. Там транслировалось изображение с камер, которые Павел установил в их квартире. Ирония судьбы. Он сам помогает нам собирать улики. Мы поехали за ними. Они направлялись в отель «Меридиан». То самое место, куда Павел возил Алину с самого начала их романа. Катя забронировала номер на том же этаже, через 2 двери от их. «Как тебе это удалось?» — спросил я, когда мы поднимались в лифте. Я сказала менеджеру, что мой муж мне изменяет, и мне нужны доказательства для развода. Он проникся сочувствием. Из нашего номера сквозь тонкие стены доносились голоса. Катя достала из сумки небольшое устройство. «Усилитель звука», — пояснила она. «Купила в интернете. Прикладываешь к стене и слышишь все, что происходит в соседней комнате». Она приложила прибор к стене, и голоса стали четкими. Это была Алина. «Паш, я больше не могу врать. Мои родители что-то подозревают, а Степа ведет себя очень странно. Еще немного, милая. Мы почти у цели». «А что потом? Ты правда думаешь, мы сможем пожениться после всего этого?» Наступила тишина. «Алина...» Голос Павла стал другим, более серьезным. «Мне нужно тебе кое-что сказать». «Что?» «Я никогда не собирался на тебе жениться». Молчание, которое последовало за этим, было таким густым, что, казалось, наш прибор сломался. «Что ты сказал?» Голос Алины стал тонким и детским. Это всегда было временным. Просто интрижка. Я думал, ты понимаешь. Интрижка? Я оставила мужа ради тебя. Я разрушила свой брак. Нет, твой брак уже был разрушен. Я просто дал тебе повод из него уйти. Я услышал звон разбитого стекла. «Ты проклятый ублюдок!» — закричала Алина. «Тише. Соседи услышат. Мне плевать, если они услышат. Ты мне врал. Я никогда тебе не врал. Я никогда не обещал тебе ничего, кроме хорошего секса». Катя посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. «Этого не было в плане», — прошептала она. Я молча кивнул, продолжая слушать. Кажется, наш план только что стал намного интереснее. В тот момент, когда Павел своим тоном хозяина жизни произнес эти слова, я почувствовал странное, почти злорадное удовлетворение. Он сам, своими руками, только что вручил нам оружие. Катя, сидевшая рядом со мной на полу номера, включила запись на своем телефоне. Теперь у нас была не просто подслушанная ссора, а полноценный аудиофайл. Чистое золото. «Алина, сядь», — устало произнес Павел. «Поговорим как взрослые». «Взрослые? Взрослые не рушат чужие семьи ради развлечения». Ее голос срывался на визг. «Твоя семья уже была разрушена. Твой муж тебя не любит. Когда он в последний раз смотрел на тебя так, как я?» Эта фраза ударила по мне. Он был прав. Когда? Я не мог вспомнить. Где-то между ипотекой, карьерой и привычкой я перестал смотреть на Алину. Я перестал ее видеть. И этот хищник просто подобрал то, что я сам уронил. «Это не важно!» — выкрикнула Алина. «Ты говорил, что любишь меня. Я и люблю. Но любить не значит жениться». Звук пощечины был оглушительным, как выстрел. «Не смей меня трогать!» — зарычал Павел. «Тогда не смей говорить, что любишь меня, будто я какая-то идиотка. Я беременна», — вдруг тихо, но отчетливо произнесла Алина. Молчание в соседней комнате стало абсолютным. Казалось, замерло само время. Я задержал дыхание, вслушиваясь в эту оглушительную тишину. «Что ты сказала?» Голос Павла был неузнаваем. «Я беременна».
6 недель. И это чей? Я не знаю. Твой или моего мужа? Я же не вела календарь своих сексуальных контактов, черт возьми. Я услышал шаги. Он ходил по комнате взад-вперед, хищник, загнанный в угол. «Ты должна сделать аборт», — наконец произнес он. «Прости? Ты должна избавиться от этого немедленно. Ты с ума сошел? Я не буду делать аборт. Алина, если этот ребенок мой, моя карьера разрушена. Моя семья меня проклянет. Катя отберет у меня все при разводе. А если это ребенок моего мужа, то это не твоя проблема, так?» Ее голос сочился ядом. Новая пощечина, на этот раз, очевидно, ее удар. «Свинья!» — закричала она. «А ты наивная дура, если думала, что это было что-то большее, чем секс», — прорычал он. «Убирайся. Прямо сейчас. С удовольствием. И, Павел...» — ее голос стал ледяным. «Не смей мне больше звонить. Между нами все кончено». Мы услышали, как хлопнула дверь номера. Катя посмотрела на меня. В ее глазах не было сочувствия к Алине, только расчет. «Что теперь?» — спросил я. «А теперь», — сказала она с хищной улыбкой, — «мы пойдем утешать твою жену». «Ты в своем уме?» «Доверься мне, Степа. Нам нужно, чтобы к воскресенью она была абсолютно раздавлена». Мы вышли из номера. Дверь комнаты, где была Алина, была приоткрыта. Мы подошли, и Катя мягко постучала. «Алиночка, это Катя. С тобой все в порядке?» Из-за двери доносились приглушенные рыдания. «Алина, пожалуйста, открой. Мы просто хотим помочь». Дверь медленно отворилась. На пороге стояла тень моей жены. Тушь, размазанная по щекам, опухшие глаза, дрожащие губы. «Что вы здесь делаете?» — хрипло спросила она. «Мы ужинали в ресторане внизу, когда увидели, как выбежал взбешенный Павел», — безупречно солгала Катя. «Мы забеспокоились». Алина посмотрела на меня, потом на Катю, и ее плотина прорвалась. Она разрыдалась, как ребенок, громко, отчаянно, беззащитно. «Все разрушено. Все». Мы зашли в номер. Катя обняла ее за плечи, усадила на кровать. «Что случилось, милая?» — спросила она ласково. И в течение следующего часа Алина рассказала нам все. Как начался их роман, как они спланировали обмен, как Павел убедил ее, что это единственный способ быть вместе, как он ее бросил. «А теперь я беременна и не знаю, что мне делать», — всхлипывала она. «Ты сказала ему про ребенка?» — заботливо уточнила Катя. «Да. Он сказал, чтобы я сделала аборт». Лицо Кати на миг стало жестким, как гранит. «Сказал, что если ребенок его, то его карьера будет разрушена?» Я посмотрел на Катю. Ее план работал как часы. Алина была полностью сломлена и выкладывала все, без малейшего давления с нашей стороны. «Алима!» — сказал я, решив, что пора нанести свой удар. «Я должен кое-что у тебя спросить». «Что? Ты действительно думала, что я никогда ничего не замечу?» Ее лицо мгновенно изменилось, слезы высохли. «О чем ты? О запахе его парфюма на твоей одежде, о твоих шепотках в ванной по ночам, о том, как ты изменилась за несколько месяцев до того, как предложила этот обмен». Алина побледнела. «Я не знаю, о чем ты говоришь». «Алина!» — голос Кати был мягким, но твердым, как сталь. «Степа все знает. И я тоже. Что вы имеете в виду?» Катя достала свой телефон и показала ей скриншоты их переписки с Павлом.
Алина молча читала, и ее лицо становилось все белее и белее. «Откуда? Откуда у вас это?» «Павел не такой осторожный, как ему кажется», — просто ответила Катя. Алина переводила затравленный взгляд с меня на нее. «Что вы собираетесь делать?» «Это зависит от тебя», — сказал я. Я подошел к ней. Впервые за долгое время я смотрел на нее не как на жену, а как на противника в сложной шахматной партии. «Ты готова рассказать всю правду?» «Какую правду?» «Всю правду. Нашим семьям. В это воскресенье». Алина закрыла глаза. «А если я не захочу?» Мы с Катей переглянулись. «Тогда нам придется рассказать ее самим», — сказала Катя. «С доказательствами. Со всеми доказательствами». Алина долго молчала, потом она открыла глаза и прошептала: «Хорошо, я сделаю это. Но вы должны пообещать, что не будете показывать эти фото и видео никому больше». «Обещаем», — сказал я, хотя не был уверен, что смогу сдержать это обещание. Тогда до воскресенья. Когда мы вышли из отеля, Катя взяла меня под руку. «Идеально», — выдохнула она, — «все идет точно по плану». «Ты уверена, что она признается?» «У нее нет выбора, но на всякий случай у нас есть план «Б». «И какой же?» Катя улыбнулась своей новой хищной улыбкой. «Увидишь в воскресенье». Воскресенье наступило быстрее, чем я ожидал. Все эти дни Алина была похожа на привидение. Она почти не ела, бродила по квартире из угла в угол и большую часть времени проводила, запершись в спальне. «Ты готова?» — спросил я, когда мы собирались выезжать к ее родителям. «Нет», — ответила она, не глядя на меня. «Но у меня ведь нет выбора, правда?» «Выбор есть всегда, Алина. Просто иногда все варианты плохие». Она надела простое черное платье. То самое, в котором была на нашей второй годовщине свадьбы. В этом был какой-то мрачный символизм. «Катя приедет?» — спросила она, обуваясь. «Да, с Павлом». Алина замерла. «Павел тоже будет там?» «Я сказал твоей маме, что мы хотим поговорить со всей семьей о нашей семейной ситуации. Я счел уместным, чтобы обе вовлеченные стороны присутствовали. Я не смогу говорить при нем». «Придется», — отрезал я. Мы приехали к ее родителям ровно в 6. Катя и Павел уже были там. Они сидели в гостиной с Владимиром Сергеевичем и Ириной Павловной. Напряжение в воздухе можно было резать ножом. Павел избегал моего взгляда. Катя, наоборот, посмотрела мне прямо в глаза и едва заметно кивнула. Все шло по плану. «Дети», — сказала Ирина Павловна, когда мы вошли, — «садитесь. Мы с отцом хотим понять, что именно происходит». «Ну», — начал Владимир Сергеевич, — «мать рассказала мне про этот обмен партнерами. Честно говоря, я ничего не понимаю». «Пап», — начала Алина, но он ее перебил. «Нет, дай мне договорить. Вы женаты 4 года. Мы вас знаем еще со студенчества. Я никогда бы не подумал, что вы дойдете до такого». «Времена меняются, Владимир Сергеевич», — внезапно подал голос Павел. «Браки эволюционируют». «Эволюционируют?» — переспросила Ирина Павловна. «Во что именно?» Катя откашлялась, привлекая к себе внимание. «Ирина Павловна, есть некоторые вещи, которые вам нужно знать об этой ситуации». «Какие еще вещи?» «Вещи, о которых ваши дети вам не рассказали». Алина рядом со мной напряглась. «Катя, не надо». «Алина», — прервал я ее, — «мы договорились. Рассказываем правду». «Какую правду?» — взорвался ее отец, глядя то на меня, то на нее. Катя достала свой телефон. «Можно я вам кое-что включу?» Родители Алины молча кивнули. «Это смешно. Я не обязан это слушать», — Павел резко встал. «Сядь, Павел», — твердо сказал я. «Моя жена не будет...» «Сядь!» — крикнула Катя. Мы все замерли. Я никогда не слышал, чтобы она кричала.
Павел, явно опешив, медленно опустился обратно в кресло. Катя нажала на «плей». Запись из отеля заполнила комнату. «Паш, я больше не могу врать. Мои родители что-то подозревают, а Степа ведет себя очень странно. Еще немного, милая, мы почти у цели». Лицо Ирины Павловны стало белым, как полотно. Отец Алины сжал кулаки. «Ты правда думаешь, мы сможем пожениться после всего этого? Алина, я никогда не собирался на тебе жениться. Выключи!» — дрожащим голосом сказала Ирина Павловна. Катя остановила аудио. «Там есть еще. Гораздо больше». «Как давно?» — спросил Владимир Сергеевич, глядя в упор на свою дочь. «Как давно ты обманываешь своего мужа?» Алина зарыдала. «Пап, я... Как давно?» 6 месяцев», — прошептала она. 6 месяцев», — повторил я, изображая шок, хотя знал это уже целую вечность. «А обмен начался всего месяц назад». «Обмен был прикрытием», — спокойно пояснила Катя. «Способом легализовать то, что уже происходило». Павел снова вскочил. На этот раз его лицо было багровым от ярости. «Я не собираюсь здесь сидеть и слушать эту чушь. Ты будешь сидеть», — сказал Владимир Сергеевич, тоже поднимаясь. Несмотря на свои 60 лет, он был внушительным мужчиной, и в его голосе прозвучал металл. «Ты будешь сидеть и объяснять, почему ты разрушил семью моей дочери». «Я ничего не разрушал. Ваша дочь сама ко мне пришла», — огрызнулся Павел. «Ложь!» — взвизгнула Алина, вскакивая. «Ты преследовал меня месяцами. Ты писал мне, звонил, поджидал у работы». «Преследовал?» Павел расхохотался уродливым, лающим смехом. «Ты была в отчаянии, потому что твой муж-архитектор тебя игнорировал. Тебе нужно было внимание, и ты была готова на все». Что-то во мне щелкнуло. Пружина, которая сжималась все эти недели, лопнула. Я поднялся. «Павел, я предлагаю тебе заткнуться». «Или что, ударишь меня?» Он шагнул ко мне. «Твоя жена пришла ко мне, потому что ей нужен был настоящий мужчина, а не мямля, который рисует свои домики». Я не помню самого удара. Помню только хруст и ощущение чужой кости под моими костяшками. В следующий миг я уже не видел ничего, кроме красной пелены перед глазами. Павел был на полу, зажимая нос, из-под пальцев которого текла кровь. Владимир Сергеевич держал меня за плечи. Его руки были как стальные тиски. «Степан, хватит!» — кричал он. «Прекратите! Все прекратите!» — рыдала Ирина Павловна. Катя подошла к Павлу и помогла ему подняться, но не заботливо. Она грубо дернула его за руку. «Вставай, дорогой муж. С тобой все в порядке?» «Твоя подруга сумасшедшая», — прохрипел Павел, вытирая кровь тыльной стороной ладони. «Не более сумасшедшая, чем твоя любовница», — холодно ответила Катя. «Любовница?» — переспросила Ирина Павловна. «О, да!» — Катя улыбнулась своей страшной, безрадостной улыбкой. «У Павла есть еще одна женщина, моя сестра, а юрист Марина помогает ему с юридическими аспектами всего этого». «Марина в курсе романа?» — недоверчиво спросил Владимир Сергеевич. «Она его и спланировала», — сказала Катя, вытаскивая из своей папки новые бумаги. «Взгляните на эти сообщения». Она протянула им распечатки переписки Павла с сестрой, где они подробно обсуждали, как манипулировать ситуацией, чтобы Павел мог развестись с Катей, не потеряв ни копейки. «Боже мой», — прошептала Ирина Павловна, — «что же вы за люди?» «Такие люди, каких выбрала ваша дочь», — ответил я. Алина уже не плакала. Она сидела, раскачиваясь взад-вперед, и смотрела в одну точку. «Прости, папа. Прости меня». «Ты беременна?» — внезапно, как приговор, произнесла Ирина Павловна. Все замолчали. Алина вскинула на нее удивленный взгляд. «Как? Я знаю свою дочь. Тебя тошнит по утрам, и ты уже неделю не притрагиваешься к вину». Алина медленно кивнула. «Да. Чей ребенок?» Голос отца был лишен всяких эмоций. «Я не знаю». Молчание, которое наступило после этого, было тяжелее гранита. Оно давило,
вытесняя воздух из легких. Павел, вытирая остатки крови, ухмыльнулся. «Точно не мой». «Почему ты так уверен?» — спросила его Катя. «Потому что 2 года назад я сделал вазэктомию. Это была вторая бомба за вечер». Алина посмотрела на него с ужасом. «Что ты сказал?» «Я сделал вазэктомию, Алина. Я никогда не хотел детей. Но ты говорил, я говорил то, что ты хотела слышать». Алина медленно поднялась, пошатываясь. Ты знал, что не можешь иметь детей, и все равно позволил мне поверить». «Да». Ирина Павловна подошла к Павлу. На мгновение мне показалось, что она его ударит. Но вместо этого она посмотрела ему прямо в глаза, и ее взгляд был страшнее любого удара. «Вон из моего дома», — произнесла она тихим ледяным голосом. «Вон, и чтобы я тебя здесь больше никогда не видела». «С удовольствием», — бросил Павел и направился к двери. «Павел!» — окликнула его Катя. Он обернулся. «Ты кое-что забыл». Она сорвала с пальца обручальное кольцо и швырнула ему в лицо. «Это. И я тоже сегодня подаю на развод». Павел вышел, хлопнув дверью. Тишина снова заполнила комнату. «Значит, ребенок твой», — констатировала Ирина Павловна, глядя на меня. «Да», — ответил я, — «мой. И что вы собираетесь делать?» Я посмотрел на Алину. Ее глаза были красными и опухшими, но впервые за многие месяцы в них не было лжи, только пустота и боль. «Я не знаю», — честно признался я. «Думаю, это зависит от Алины. Что ты имеешь в виду? Готова ли она по-настоящему попытаться спасти наш брак? Или предпочитает и дальше жить во лжи?» Алина долго смотрела на меня. «Я хочу попытаться», — прошептала она, — «если ты мне позволишь». Я взглянул на Катю. Она едва заметно кивнула. «Нам придется начать все с нуля», — сказал я Алине. «Без секретов, без лжи и с большим количеством сеансов у психотерапевта. Все, что потребуется», — выдохнула она. «И Павел никогда больше не будет частью нашей жизни». «Никогда», — подтвердила она. Ее отец подошел ко мне и положил руку на плечо. «Ты хороший человек, Степан. Лучше, чем заслуживает моя дочь». «Папа», — начала была Алина. «Это правда», — прервал он ее. «Но люди могут меняться, если ты действительно этого захочешь». «Я хочу», — сказала Алина, всем сердцем. Катя подошла ко мне. «Ты будешь в порядке?» — спросила она. «А ты?» «Я буду в идеальном порядке». Она улыбнулась, и впервые за долгое время эта улыбка была искренней. «Впервые за много лет я буду в идеальном порядке». Она попрощалась со всеми и ушла. Я смотрел ей вслед. Она шла к своей машине уверенной походкой женщины, которая только что сбросила с себя многотонный груз. Остаток вечера мы провели в разговорах. Алина призналась во всем. В каждой лжи, каждой тайной встрече, каждом моменте, когда она выбирала Павла, а не наш брак. Это было мучительно, но необходимо. Я понимал, что простить ее будет непросто, может быть, даже невозможно. Но впервые за долгое время я почувствовал проблеск надежды. По крайней мере, теперь я знал правду. Всю правду. Прошло 3 недели после той катастрофической ночи. Алина записала нас к семейному психотерапевту. Она заблокировала все номера Павла, сменила маршруты, чтобы случайно не столкнуться с ним. Она делала все правильно. «Как вы себя чувствуете, Степан?» — спросил доктор Рамирес, пожилой мужчина, с умными проницательными глазами на нашем первом сеансе. «Запутавшимся», — признался я. «Часть меня хочет, чтобы все наладилось, но другая часть все еще в ярости». «А вы, Алина?» «Мне стыдно», — сказала она, не поднимая глаз. «Стыдно и страшно, что он меня бросит». «Почему вы думаете, что он вас бросит?» «Потому что любой умный мужчина на его месте уже бы ушел». Доктор Рамирес посмотрел на меня. «Вы рассматриваете возможность ухода?»
«Каждый день», — честно ответил я. «Но не по тем причинам, о которых она думает. Я уйду не из-за измены. Я уйду, если пойму, что она не способна по-настоящему измениться». Алина подняла на меня глаза, полные слез. «Ты думаешь, я не могу измениться?» «Я не знаю». И это была правда. Я не знал. Я видел ее раскаяние, но в глубине души все еще ждал, когда она споткнется и вернется к своим старым привычкам. После сеанса мы пошли в кафе. Алина заказала травяной чай вместо кофе из-за беременности. «Ты думала об именах?» — спросил я, пытаясь завязать нормальный разговор. «Каждый день, но боюсь слишком радоваться». «Почему?» «Потому что я до сих пор не знаю, будешь ли ты рядом, когда он родится». Ее прямота обезоружила меня. «Алина, если я решу остаться, я останусь. Я не из тех, кто бросает своих детей. А если решишь уйти, то я все равно буду его отцом. Это ничего не изменит». В этот момент зазвонил мой телефон. Катя. «Привет, можешь говорить?» «Да, но я с Алиной». «Отлично. Включи громкую связь. Это касается вас обоих». Я посмотрел на Алину. Она нервно кивнула. Я нажал на кнопку. «Ты в эфире». «Павел пытается со мной связаться», — сказала Катя. «Он трижды за эту неделю приезжал к моей квартире». «Что он хочет?» — спросила Алина. «Говорит, что совершил ошибку. Что хочет наладить со мной отношения, чтобы снова быть с тобой». Алина побледнела. «Что ты ему сказала?» «Сказала, чтобы он катился к черту. Но он так просто не отстанет. Я просто хотела, чтобы вы знали. Особенно ты, Алина. Не попадись на его удочку снова». «Не попадусь», — сказала Алина, но ее голос дрожал. «Кать, если что-то понадобится, звони», — сказал я. «Обязательно. Берегите себя». Она повесила трубку. Алина уставилась в свою чашку с чаем, будто это был самый интересный объект во Вселенной. «Ты в порядке?» «Нет», — призналась она. «Одно упоминание его имени до сих пор выбивает меня из колеи. Ты скучаешь по нему?» Она долго молчала. «Я скучаю по той иллюзии, потому как он заставлял меня чувствовать себя особенной. Но я знаю, что все это было ложью». «И этого достаточно? Знание, что это была ложь? Должно быть достаточно. Потому что то, что у нас с тобой, это ведь реально, правда?» «Я не знаю, Алина. Это реально?» — спросил я. Она снова замолчала. И этот разговор был страшнее любых скандалов. В тот вечер, когда я вернулся домой, Алина получила сообщение. Я сидел на диване и видел, как изменилось ее лицо, когда она взглянула на экран телефона. Легкая тень, пробежавшая по ее чертам, была мне до боли знакома. Это была тень старой Алины, той, что жила в мире тайн и недомолвок. «Кто это?» — спросил я, и мой голос прозвучал ровнее, чем я ожидал. Она молча протянула мне телефон. «Сообщение от Павла. Я совершил ошибку. Мне нужно тебя увидеть. Это важно. Что будешь делать?» — спросил я, возвращая ей телефон. «Заблокирую его», — твердо сказала она, и тут же при мне сделала это. Но я видел, с каким усилием она нажала на кнопку. Палец на долю секунды замер над экраном, словно прощаясь с чем-то. Это мимолетное колебание сказало мне больше, чем любые слова. 2 дня спустя мне снова позвонила Катя. Ее голос был напряженным. «Степа, у нас проблема». «Что случилось?» «Павел сегодня вломился ко мне в офис. Сказал, что Алина написала ему, сказал, что она хочет его видеть». Мое сердце остановилось. «Что? Какое еще сообщение? Она же его заблокировала». «Ну, видимо, разблокировала.
Он показал мне сообщение с ее номера. Я повесил трубку. Ярость, которую я так старательно держал под контролем, снова начала закипать. Я ворвался на кухню. Алина что-то готовила, напивая себе под нос. «Ты писала Павлу?» Она уронила ложку. Звонкий удар металла о плитку разрезал тишину. «Что?» Катя только что звонила. «Павел пришел к ней с сообщением от тебя». «Нет, я...» «Алина, хватит лгать! Мы же договорились! Хватит!» Она села на стул и снова заплакала. На этот раз ее слезы не вызывали во мне ничего, кроме раздражения. «Я просто хотела поставить точку», — всхлипывала она. «Сказать ему в лицо, что больше никогда не хочу его видеть. А вместо этого он сказал, что у него есть что-то важное, что он должен сказать мне о ребенке». «О ребенке? Но он же сделал вазэктомию. Это то, что он сказал тогда, а теперь он говорит, что это была ложь. Я почувствовал, как земля уходит у меня из-под ног. Что? Он сказал, что солгал про вазэктомию, чтобы напугать меня, чтобы я от него отстала, что ребенок все-таки может быть его. И ты ему поверила? Я не знаю, во что верить. Поэтому я хотела с ним встретиться, чтобы все прояснить раз и навсегда. Когда? Завтра, в том кафе, где мы обычно встречались. Ты никуда не пойдешь. Я должна знать правду о ребенке. «Алина, включи голову!» Я схватил ее за плечи. «Зачем ему ждать до сих пор, чтобы сказать, что он солгал? Почему именно сейчас? Потому что он в отчаянии. Потому что Катя его бросила, и теперь он хочет вернуть тебя, используя ребенка как наживку». Она молчала, глядя в пол. «Что мне делать?» — прошептала она. «Ты пойдешь на эту встречу», — сказал я. И она удивленно подняла на меня глаза. «Но ты пойдешь не одна». «Что ты имеешь в виду?» «Я пойду с тобой, и Катя тоже». «Ты с ума сошел? Павел никогда не станет говорить при вас». «Значит, не станет. Но и ты не попадешься в его ловушку снова». В тот же вечер я позвонил Кате и изложил наш план. «Ты уверен?» — спросила она. «Нет. Но мне нужно это увидеть. Мне нужно увидеть их лицом к лицу. Мне нужно понять, действительно ли Алина изменилась, или она снова упадет в его объятия при первой же возможности. Если упадет, я буду знать, что наш брак обречен». «Хорошо, но если он начнет буянить, не начнет. Павел трус. Он силен только с женщинами, когда они одни и беззащитны». На следующий день мы приехали в кафе за 15 минут до назначенного времени. Алина была как на иголках, ее руки постоянно теребили край салфетки. «Ты уверена?» — спросил я ее в последний раз. «Нет, но я должна». Павел пришел ровно в назначенное время. Когда он увидел нас с Катей, сидящих за столиком рядом с Алиной, его лицо исказилось от ярости. Что они здесь делают? «Они здесь, потому что я так хочу», — сказала Алина, и впервые за много недель ее голос прозвучал твердо. «Алина, нам нужно поговорить наедине. Все, что ты хочешь мне сказать, ты можешь сказать при них». Павел нехотя сел. «Хорошо. Я солгал насчет вазэктомии». «Зачем?» — спросила Алина. «Потому что я испугался. Я думал, что если ты будешь знать, что ребенок может быть моим, ты полностью отдалишься от своего мужа. А теперь я хочу взять на себя ответственность. Я хочу, чтобы мы сделали тест на отцовство, когда ребенок родится». Катя рассмеялась тихим, презрительным смехом. «Ответственность? А где была твоя ответственность, когда ты меня бил?» Это было другое. «Чем же другое? Тем, что я пыталась спасти свой брак, а не разрушить чужой? Твой брак был уже мертв, как и твой», — вмешался я. «Потому что это то, что ты делаешь, Павел. Ты разрушаешь браки». Павел проигнорировал нас и обратился напрямую к Алине. «Ты позволишь им говорить за тебя?» Алина посмотрела на меня, потом на Катю. Наконец она перевела взгляд на Павла. «Павел», — медленно начала она, — «6 месяцев ты заставлял меня верить, что любишь меня, что мы будем вместе.
Ты убедил меня лгать моей семье и обманывать моего мужа. Не потому, что ты меня любил, а потому, что мной было легко манипулировать. Но я больше не та женщина». Павел наклонился вперед. «Алина, я знаю, как тебе тяжело быть с человеком, который тебя больше не любит». «Откуда ты знаешь, что он меня не любит?» «Потому что, если бы он любил, он бы не сидел здесь сейчас, пока мы обсуждаем нашего ребенка». «Нашего ребенка», — повторил я. «Интересно, как ты уже решил, что он твой? Это возможно». «Это ложь», — внезапно сказала Катя. «И я могу это доказать». Мы все уставились на нее. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Павел. Катя достала свой телефон и открыла фотографию документа. «Это результаты твоего анализа крови за прошлый год. Я нашла их в твоей медицинской карте, когда готовила документы на развод». Павел побледнел. «Как ты их достала?» «У меня свои методы. Но главное здесь вот что». Она увеличила изображение. «Здесь черным по белому написано, что твои показатели настолько низки, что вероятность того, что ты можешь иметь детей, составляет меньше 5%. Это личная информация. Была личной. А теперь это доказательство того, что ты продолжаешь лгать». Алина встала из-за стола. «Я достаточно услышала». «Алина, подожди». «Нет, Павел, все кончено. Окончательно». Она вышла из кафе. Мы с Катей последовали за ней, оставив Павла сидеть одного в оглушительной тишине. На парковке Алина повернулась ко мне. «Ты сможешь меня простить?» «Я не знаю», — честно ответил я, «но я готов попытаться. Это все, о чем я могу просить». Катя подошла к нам. «Если это что-то значит, я думаю, вы приняли правильное решение». «Спасибо, Кать», — сказала Алина, — «за все». По дороге домой Алина положила руку на свой живот. «Наш ребенок», — тихо сказала она. «Наш ребенок», — подтвердил я. И впервые за много месяцев я почувствовал, что, может быть, у нас все будет хорошо. Прошло 4 месяца. Алина была на 6-м месяце беременности. Сеансы психотерапии помогали, но некоторые дни все еще были невыносимо тяжелыми. «Нам нужно переехать», — сказал я однажды вечером, собирая детскую кроватку. «Тебе мешает жить здесь?» — спросила Алина. «Мне мешает, что каждый угол в этом доме напоминает о нем». И это была правда. Диван, на котором она шепталась с ним по телефону. Кухня, где она врала мне про задержки на работе. Наша спальня. «Ты прав», — сказала она. «Я тоже чувствую его присутствие». «Скучаешь?» «Я скучаю по тому, кем я его себе придумала. Но теперь я знаю, что этого человека никогда не существовало». Зазвонил мой телефон. «Катя, могу заехать? У меня новости». Она приехала через час с бутылкой шампанского и сияющей улыбкой. «Что празднуем?» — спросила Алина. «Мой развод сегодня официально завершен», — объявила Катя. «Я больше не замужем за этим ублюдком. Поздравляю», — я обнял ее. «Но это еще не все», — продолжила она. «Павла на прошлой неделе уволили». «Что случилось?» «По-видимому, кто-то случайно отправил записи наших разговоров его начальству. Им не очень понравилось, что он использовал рабочее время для планирования внебрачных интрижек». Алина побледнела. «Это ты?» «Не напрямую», — улыбнулась Катя. «Но, скажем так, у меня есть подруга в отделе кадров, которая считает неверность грубым нарушением кодекса этики». «Что он теперь будет делать?» — спросила Алина. «Не наша проблема», — ответил я раньше, чем успела Катя. «Именно», — подтвердила она. «Но есть еще кое-что, что вам нужно знать. У него новая интрижка. Она сделала паузу, давая нам подготовиться. Он встречается с моей сестрой Ольгой». Комнату заполнила тишина. «С твоей сестрой?»
ошеломленно спросила Алина. «С женой ее мужа?» «Именно. Моя подруга из его офиса рассказала, что их видели вместе в нескольких отелях. Видимо, у Павла такой паттерн. Он разрушает брак моей сестры». «Боже мой», — прошептала Алина. «Ее муж. Он знает?» «Узнал вчера. Он звонил моему адвокату. Спрашивал, может ли он использовать наши записи в своем деле о разводе. И он может? Конечно. Это прямое доказательство того, что Павел серийный манипулятор». Алина подошла к окну. 6 месяцев я думала, что я для него особенная, что я другая. «Ты не была особенной», — безжалостно сказала Катя. «Ты была удобной, как и все остальные». «Катя», — предостерег я ее. «Нет, все в порядке», — сказала Алина, не оборачиваясь. «Мне нужно это услышать. Мне нужно до конца понять, что это за человек». «Он хищник», — продолжила Катя. «Он ищет уязвимых женщин в проблемных браках и убеждает их, что он — решение всех проблем. У моего брака были проблемы и до него», — Алина посмотрела на меня. «Да», — признал я, — «у нас были проблемы. Мы оба плохо с ними справлялись. Мы перестали разговаривать. Мы никогда не говорили о детях. Ты хотел детей? Да. Но я никогда не говорил тебе, потому что думал, что ты не хочешь. А я хотела, но думала, что ты не готов». Катя посмотрела на нас. «Видите? Павел не создал ваши проблемы. Он просто ими воспользовался». И она была права. Павел был лишь симптомом, а не болезнью. В ту ночь после ухода Кати мы с Алиной проговорили до 3 часов утра. «Какой я буду матерью?» — спросила она, когда мы лежали в темноте. «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что я принимала такие ужасные решения. Что, если наш ребенок унаследует мою глупость?» «Ошибки не наследуются, Алина. Им учатся. И мы сделаем все, чтобы наш сын научился чему-то лучшему. Как ты можешь быть так уверен?» «Потому что мы оба теперь знаем, каково это, когда плохие решения разрушают семью. И мы сделаем все, чтобы с ним этого не случилось». Через неделю мы все же встретились с мужем Ольги, сестры Кати. Его звали Роберт, он был простым инженером с самыми грустными глазами, которые я когда-либо видел. Он хотел посмотреть все записи, чтобы понять, как Павел манипулирует женщинами, чтобы потом попытаться объяснить своим 2 маленьким дочкам, почему их мама ушла из дома с дядей Пашей. Дети. В конце таких историй всегда оказываются дети. И, глядя на этого разбитого человека, я окончательно понял, что наша история — это не просто история об измене. Это история о разрушении и о хрупкой, почти невозможной надежде на созидание после того, как все превратилось в руины. И я решил, что мы с Алиной ради нашего будущего ребенка должны попытаться построить что-то новое на этом пепелище. Даже если на это уйдет вся оставшаяся жизнь.